كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Навестил нас в нашу мечеть, поделиться с нами своими знаниями и переживая за нас, переживая за наших детей. Дай Аллах, чтобы Аллах воздал ему раем Фирдаусом, иншаллах, за это благое дело, которое он сделал. И иншаллах просим Аллаха, что принял это и принял у нас наше посещение этот мечеть, так как самое благое дело это хиляку зикр, круги зикра, собирание на зикр Аллаха, поминание Аллаха. И это раудату мин рияди джанна, рай из садов рая, как сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, куда собираются ангелы. И сегодня у нас такой маджлис, нам приехал наш брат Абу Хузайфа. И одна из актуальных тем на сегодняшний день это воспитание детей именно здесь, в Европе. И, иншаллах, наш брат сегодня нам расскажет, как он говорит, что он хотел на чеченском рассказать его, но мы уговорили его на русском языке. Но я не думаю, здесь проблем не будет, если какое-то слово у него, но он может на чеченском сказать, кто-то из братьев подскажет, и то, что я могу подсказать, подскажет. Но здесь условностей у нас нет, у нас, алхамдулиллах, обстановка открытая. Так что, баракаллаху фик. فيكم الله جزاكم الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا اللهم علما وعملا يا رب العالمين. И воспитание детей, мы знаем, это огромная ответственность, которую Аллах Азза ва Джалля возложил на родителей. И важность этой темы, об этом Аллах Азза ва Джалля говорит в Коране: «Я айюхаллазина аману ку анфусакум ва ахликум нара ва кудуха ан-нас валь хиджара». О те, которые уверовали, спасайте самих себя и ваших семей, говорит Аллах Азза ва Джалля, от ада топлива, которое будет люди и камни. И здесь Аллах Азза ва Джалля не ограничился, не сказал: спасайте только самих себя и ваших семей. И Али, ради Аллаху анху, сказал в тафсире этого аяти, как спасать. Аддибухум уаллимухум. То есть научите их, учите их нраву, исламским адабам, нравам. И также обучайте их. И также Ибн Аббас, ради Аллаху анху, говорит: «И'малу би та'ати Аллахи ваттаку ма'аси Аллах». То есть как спасти? Спасайте самих себя, спасайте ваших детей, ваших семей от ада. Как спастись? Говорит Ибн Аббас в тафсире в этом аяте: «И'малу би та'ати Аллахи ваттаку ма'аси Аллах». Делайте или подчиняйтесь Аллаху Азза ва Джалля. Подчиняйтесь Аллаху Азза ва Джалля и остерегайтесь или бойтесь ослушания Аллаха Азза ва Джалля. «Ва'муру ахликум bizзикри юнджикум Аллаху минан нар». И повелевайте своим семьям, детям поминанием Аллаха Азза ва Джалля. Тогда Аллах Азза ва Джалля спасет вас от ада. И также посланник, саллаллаху алейхи вассалям, сказал в хадисе: «Куллукум ра'ин ва куллукум мас'улун ан ра'ияти». Каждый из вас пастырь, и каждый ответственен за свое паство. Каждый здесь имеется в виду имам, амир, человек, который есть должность, отец за свою семью ответственен, мать ответственна за свою семью. И посланник, саллаллаху алейхи вассалям, дальше говорит в хадисе: «Валь мар'ату ра'иятун фи байти завджиха ва хия мас'улатун ан ра'иятиха». И женщина ответственна за дом мужа и также за семью, за ее паству. Поэтому обе родители, отец и мать, муж и жена, они обе ответственны за детей.
И когда, говорит, ты ответственен за какое-то дело, когда ты идешь на работу, тебе, говорит, такие условия. Ты должен эти условия выполнять. Если не будешь выполнять, ты потеряешь работу или не будешь зарплату. И это ответственность человека берет на себя. Вот эта амана, доверенная ему, он подходит серьезно и не опаздывает ни на минуту. Это то, что касается мирского. Вот так Аллах Азза ва Джалля тебя доверил, дал тебе на хранение эти дети. Пользой которой может быть для тебя, если ты будешь их воспитывать на пути Аллаха. И также может быть вредом и фитной для тебя, если ты не будешь их воспитывать. И поэтому посланник, саллаллаху алейхи вассалям, нам указывает, что каждый из нас ответственен. И вот эта ответственность перед Аллахом Азза ва Джалля будет очень большим. И поэтому человек должен задуматься за каждый свой ребенок. Аллах Азза ва Джалля спросит его. Поэтому здесь проявлять халатность является очень большой ошибкой. И опасность проявления этой ошибки, то есть не воспитывать детей по исламу, это является очень опасность. Опасность этого, говорит Суфьян ас-Саури: «Ю'мару р-раджулю иля н-нари яум аль-киямати фаюкалу хаза a'ялуху акалу хасанати». Говорит Суфьян ас-Саури, радийаллаху анху, поистине в судный день Аллах Азза ва Джалля скажет: ведите такого-то в ад, потащите его в ад. И будет сказано: поистине семья его покушала, пожирала его хорошие деяния. И также говорит Ибн Кайим, рахимахуллах: «Аксару л-ауляди иннама джаа фасаду мин кибали л-аба». Поистине испорченность, невоспитанность, порочность детей, большинство детей, причина это отцы. Причина это отцы. То время было и наше время это. وَإِهْمَالُهُمْ لَهُمْ وَتَرْكُ تَعْلِيمِهِمْ فَرَائِضَ الدِّينِ وَسُنَنِ. За то, что они оставляли своих детей, не обучали их обязанностям, не обучали их суннатам. فَأَضَاعُوهُمْ صِغَارًا فَلَمْ يَنْتَفِعُوا بِأَنفُسِهِمْ وَلَمْ يَنْفَعُوا آبَاءَهُمْ كِبَارًا. Они оставляли этих детей, погубили. Оставляли в детстве, не обучали к религии. И поэтому они не принесли для себя пользу. И будучи уже, когда родители стали большими, и когда дети стали большими, не принесли пользу своим родителям. كما عاتب بعضهم ولده على العقوق فقال. Один из родителей, некоторые, порицали своих детей за то, что они ослушаются, за то, что они не слушаются их. И сказал: почему ты не слушаешь и тому подобное. И сын сказал: «Я абати иннака акактани сагиран фаакактука кабиран, ва адатани валидан фаадатука шейхан». О отец, поистине ты ослушался меня, когда я был маленьким. То есть имеется в виду, ты не воспитывал меня должным образом. Я ослушался тебя, когда ты уже стал старцем. Ты потерял меня, когда я был ребенком, и я потерял тебя, когда ты стал старцем. Поэтому опасность мы видим этого. То есть даже в этой дуне, в этом мире, если мы не воспитываем этого, плоды этого на нас уже видно бывает. А что тогда говорит в ахирате? Пусть Аллах обережет нас от этого. Поэтому очень важно воспитывать детей. И посланник, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: отец, каждый пастырь, каждый ответственен за свой пастырь. И жена, и тоже и женщина, она ответственна за свой дом и свою семью. У нас как бывает? Отец приходит, говорит жене: ты должна воспитывать. И все, он где-то работает, гуляет и тому подобное. Это Аллах Азза ва Джалля на тебя возлагал это. Когда ребенок что-то делает, к кому обращаются люди? Сперва упоминают отца. И поэтому не должен друг другу говорить: ты должен воспитывать или ты должна воспитывать. Обе должны воспитывать детей.
И самое то, что первое должно в воспитании, это обучение их единобожию, таухиду, с малых лет. Это так воспитывал посланник, саллаллаху алейхи вассалям, своих сподвижников. И поэтому было это поколение, которое принесло пользу. И до судного дня каждый человек, когда совершает какое-то благое дело, для них записывается эта награда, потому что они донесли эту религию до нас. И в самую первую очередь это обучение таухиду, единобожию. Посланник, саллаллаху алейхи вассалям, сказал Ибн Аббасу, когда он еще был маленьким: «Я гулям, яхфазиллаха яхфазк». О мальчик, храни Аллаха, то есть имеется в виду, храни религию Аллаха азза ва джалля, следуй религии Аллаха азза ва джалля, и тогда Аллах будет хранить тебя. Яхфазиллаха таджидху туджахак. Храни религию Аллаха азза ва джалля, и ты найдешь его, Аллаха азза ва джалля, перед собой, то есть Аллах азза ва джалля поможет тебе, если ты помогаешь религии Аллаха азза ва джалля. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. Если ты просишь, проси Аллаха азза ва джалля. Если ищешь помощь, ищи у Аллаха азза ва джалля. С малых лет воспитывать на таухиде. И в этом хадисе польза нам что? Посланник, саллаллаху алейхи вассалям, обращается с детьми мягко. О мальчик. Ласкает посланник, саллаллаху алейхи, ласкательной формой. О мальчик. И вот этот хадис нам передал Ибн Аббас, когда уже стал старшим. Потому что был воспитан на таухиде. Вот этот таухид, который он принял от посланника, саллаллаху алейхи вассалям, дошел до нас. И точно так же мы должны воспитывать наших детей. И также Али ибн Хусайн, радийаллаху анху, он обучал своего ребенка сказать: «Скажи аманту билля ва кафарту бит-тагут». Я уверовал в Аллаха и проявил неверие в тагута. Тагут — это каждая вещь, которая поклоняется помимо Аллаха азза ва джалля, не по праву, и довольствуется этим поклонением для себя. И также Ибрахим ан-Нахаи говорит: «Кану ястахиббуна ауаля ма юфсаху ан якулу ан юаллимух ла илаха илля Аллах саб'a маррат, ва якуну залика ауаля ма ятакалламу бихи». Наши праведные предки, сподвижники и табиины, они желали, чтобы первое то, что произносит ребенок, чтобы это было ла иляха илля 7 раз. У нас первое что произносит, смотря как воспитывает. Некоторые воспитывают сказать: скажи ему плохое, покажи ему это. То есть испорченность, с малых лет воспитывают детей на это. Они обучали своих детей сказать ла иляха илля. Это великое слово. Большое слово. Слово, которое разделяет между мусульманином и неверующим. Слово, которое было ради нового закона на сражении. Слово, которое ради этого, которое было пролито много крови. Поэтому это ла иляха илля. Первое то, что произносят их дети, бывало это. Ла иляха илля. Это указывает на что важность обучения детей к единобожию. И некоторые люди думают, что дети не понимают. И никто тебе не говорит, обучай их трудным вопросам. Соответственно, их разумом донести до них религию, то есть единобожие. Просить должен только Аллаха азза ва джаль. Поклоняться нужно только Аллаху азза ва джаль. Надеяться нужно только на Аллаха азза ва джаль. Уповаться должен только на Аллаха азза ва джаль. И потом вопросы начинаются детей. И ты отвечаешь на каждый вопрос, который был задан. Может быть, этот ребенок и не поймет многое то, что ты не говоришь в детстве. Однако, когда тебя не будет рядом, когда уже он станет старшим, он будет вспоминать твои слова. Постоянно. То, что родители говорили, они постоянно запоминают это. Будь это хорошее или плохое. И каждый для нас пример. Каждый мы помним, что говорил наш отец нам, что говорил наша мать. Вот эти слова, которые они говорили, постоянно для нас становятся, в голове кружится. Хорошее, благое остается это. И поэтому не думай, если ты скажешь что-то, этот ребенок не поймет, очень хорошо понимает. Даже если в это время он не поймет,
те советы, которые ты дал, непосредственно в старшем возрасте он уже будет задуматься над этими словами. И как говорит один шейх в своем уроке приводит, и один человек говорил постоянно, мой отец постоянно говорил меня, когда я был маленьким, «Нам мазлуман, валя танам залиман». Спи постоянно так, чтобы ты никому не делал зульм, никому не делал вред, а чтобы ты был притесненным, а не притеснителем. В то время я не понимал, говорит, эти слова. И постоянно отец каждую ночь мне говорил это. Спи притесненным, однако не спи притеснителем. И когда я стал уже старше, отец умер, для меня стало это жизненное правило, которое я постоянно практиковал на себе. Когда я вспоминал, я хотел что-то делать человеку плохое, я вспоминал слова отца. Не будь притеснителем, а будь притесняемым. То есть лучше тебя быть притесняемым, чем быть притеснителем. Они в судный день ответят за то, что человек делал. И когда я ложился спать, я постоянно повторял эти слова и говорил, брал от себя отчет. Притесняли я сегодня кого-нибудь не по праву? Делали азульм кому-нибудь не по праву? И поэтому слова, которые мы говорим детям, обучение их единобожии, это очень важно. И родители должны трудиться над этим. Потому что этот ребенок готов воспринять это все. Потому что Аллах создал на этом таухиде этого ребенка. И воспитанность, и воспитывать этих детей хорошо, праведно. Для него есть хорошие плоды. И в этой дуне, и также в ахирате. Говорит посланник, саллаллаху алейхи вассалям, «Иза мата ли инсану инката ану амалуху илля мин саляса». Когда человек умирает, все его деяния прекращаются, кроме трех. «Илля мин садакатин джария, ау ильмин юнтафау бихи, ау валадин салихин яд'у лаху». Кроме садака джария это что? Когда ты даешь милостине, и эта милостина постоянно люди берут от этой пользы. Как построить мечеть, построить мост. Люди, которые сколько берут пользы от твоей садака, она не прекращается, эта садака. Постоянная садака, или не прекращающая милостина. Это не прекращается его награда даже после твоей смерти. Ты построил мечеть, ты построил мост, ты построил дорогу. Каждый раз, когда люди проходят, каждый раз, когда люди посещают мечеть, тебе записывают награду. За это награду. И также знания, которые приносят пользу. Не каждое знание, именно ильму нафи. Знания, которые приносят пользу. А ты оставил после себя знания, приносящие пользу людям. Будь это написанная книга, сделанные лекции, или обученные дети. И также ребенок, праведный сын, здесь сын упомянул, однако и дочь ходит туда. Праведный ребенок, который делает тебе дуа. Посланник, саллаллаху алейхи вассалям, подчеркнул праведный. Поэтому праведный, чтобы этот ребенок был с малых лет праведный. Когда ты становишься праведным, ты оставил после себя ребенка праведного, читает Коран, посещает мечеть. Он делает за тебя дуа, и ты у себя в могиле не можешь делать ничего. Но однако хорошие деяния тебе идут. Какая большая милость это. Ради этого одного, это одна награда достаточно воспитывать детей и проявлять усердие в воспитании детей, чтобы получить эту награду. И также передается от Абу Хурайры. Посланник, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Инна Аллаха азза ва джалля ла ярфау дараджата лил абди салихи фил джанна». Поистине Аллах азза ва джалля возвышает праведного раба в раю на степень. И этот раб говорит: «Я раб, анна ли хазихи». О Аллах, о мой Господь, откуда мне эта ступень? И говорит ему: «Бистихфари валадика лак». За то, что твой сын просил для тебя прощения у Аллаха азза ва джалля. О Аллах, прости моего отца. О Аллах, прости мою мать. И за это Аллах азза ва джалля возвышает его в раю. То есть какой хороший плод. Плоды воспитания детей в исламе вот это.
И также говорит Саид бин Мусайиб, рахимахуллах, «Кана якул инна раджуля ла ярфау бидуаи валадихи мин ба'дихи». Поистине, он говорил, Саид бин Мусайиб, поистине Аллах Азза ва Джалля возвышает раба после его смерти из-за дуа, который делал его сын, его ребенок. А если мы будем воспитывать людей, которые не знают никакой дуа, не знают намаз, не знают мечеть, не знают дорогу мечети, знают только плохое, и причина, большинство причин, и оказываемся мы, тогда у нас не будет эти ступени. Ибрахим, алейхиссалям, когда просил Аллаха, «Каля рабби хабли минас салихин». «О мой Господь, даруй мне из праведников», то есть праведный сын. Не только сын. «О Аллах, даруй мне праведного сына». И Аллах даровал ему праведное потомство. Из этого потомства вышел Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. И также воспитание детей, чтобы, если ты хочешь, чтобы твои дети были праведниками и праведницами, ты должен в первую очередь быть таким сам. Когда Муса, алейхиссалям, и Хидр зашли в город, когда их не угостили, стена, которая хотела упасть, они поравняли. И эта стена была для у двух сирот. Аллах Азза ва Джалля сохранил этих двух сирот. И Аллах Азза ва Джалля описывает: «Вакана абухума салиха». Их отец был праведником. Ибн Аббас, радийаллаху анху, говорит в тафсире в этом аяте: поистине Аллах Азза ва Джалля сохранил этих двух ребенка, двух сирот, по причине праведности этого отца. И также Саид бин Джубайр говорил: «Инни ла азиду фи салати мин аджли бни хаза». Каля Хишам раджа ан юхфаза фи. Говорил Саид бин Джубайр: поистине я прибавляю, увеличиваю свой намаз, то есть делаю несколько ракатов. Раньше он делал примерно 2 раката, сейчас он делает 4 раката, 6 ракатов. Я добавляю в своей молитве ради этого моего сына, говорит. И делает пояснение Хишам, то есть, чтобы Аллах Азза ва Джалля сохранил этого сына по причине праведности Саид бин Джубайра. Поэтому, когда ты проявляешь, когда ты придерживаешься религии Аллаха Азза ва Джалля, и как пришло в некоторых хадисах, Аллах сохраняет потомство человека из-за его праведности, его потомство, его потомство, его потомство. Поэтому это очень важно. Если ты хочешь воспитывать твоих детей, чтобы ты был праведником, чтобы ты посещал мечеть, и чтобы ты изучал Коран, чтобы ты придерживался суннам посланника, саллаллаху алейхи вассалям. И тогда Аллах тебя поможет воспитывать твоих детей. И как говорил один из табиинов, когда я совершаю грехи, я замечаю это на своей жене и на своих ребенках. Когда я совершаю грехи, то их воспитанность портится. Жена не слушается по причине его грехов. Поэтому соблюдение религии и несоблюдение этой религии, твоя праведность и неправедность отражается на ребенке. И также из хороших причин воспитывать детей на праведном дороге, на правильном дороге, на правильном пути, выбрать для них хорошую мать и воспитывать свою жену. Если не женился, пусть женится на религиозную, на женщину, которая соблюдает религию. И пусть жена и муж показывают эту приверженность религии своим детям. Когда ты говоришь ребенку: делай намаз, а сам не делаешь, детям недостаточно слова. Им нужно дела. Когда ты говоришь: не играй в телефонах и тому подобное, сам там сидишь,
днем и ночью. Тогда они берут от тебя пример. Когда ты берешь Коран в руки, читаешь книгу, дети будут рядом с тобой находиться. Это как начитать, будут слушать. Поэтому говорит Ибрахим, одному человеку Ибрахим Нахай, «Ха-уля я улядук». Эти твои дети, говорит он. Он говорит, да. «Ихзар ла яраунака хайсу нахака Аллах, фатаскута мин аюнихим». Он говорит, поистине, говорит он, остерегайся. Пусть твои дети не видят тебя там, где Аллах Азза ва Джалля тебя запретил. То есть, пусть твои дети не видят тебя совершающим грехи. Тогда ты упадешь с их глаз. Они не будут тебя считать тоже дальше. Очень важно это. Пусть наши дети не видят, как мы совершаем грехи. Человек курит, пьет, и он хочет, чтобы его сын был Халид бин Валидом. Так не бывает. Ты сам должен быть таким, чтобы твои дети были такими. И также, чтобы детей воспитывать, чтобы они придерживались праведной религии, праведной дороги, ты должен остерегать их от плохой компании, от плохих друзей. Посланник, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Аль-мару аля дини халили». Поистине человек на религии своего друга. «Фалиянзур ман юхалил». Пусть каждый смотрит, с кем он дружит. Сегодня очень важно вот это выбрать для детей хорошую компанию. А как мы их выберем? В этом сегодня мы живем в Европе. Если ты не приходишь в мечеть и не берешь своих детей в мечеть, с кем он будет дружить? В школе с кем будет дружить? Неверующим? Или же с людьми, которые не соблюдают религии? Ты старался, чтобы он воспитывался, или чтобы он дружил, или устроить для него какой-то компании, хорошей компании, хороших друзей. Ты старался, ты проявил усердие в этом. Если нет, ты ответственен перед Аллахом. А как выбрать? Привести мечеть. Мечети вот друг друга дети узнают. Когда они вместе учат Коран. Когда вместе каждую ночь, когда ты приходишь, ты берешь своих детей, другой берет своих детей. Когда вы идете в гости, идете братьям, с детьми, посещаете друг друга. Вот там узнают друг друга дети, там играются. С малых лет они растут. Ты знаешь его сына, он знает твоего сына, и вы друг друга знаете. Поэтому очень важно этот выбрать для них праведных друзей. И также, чтобы они посещали кружки знаний, где обучают Коран, где делают намаз. Когда вот эти дети маленькие, они вообще не понимают в мечети, что мы говорим, однако в их памяти это будет постоянно. Когда-то мой отец посетил мечеть. Даже если этот человек испортится, вот эти картинки будут перед ним. Посмотрю я, что в этом мечети. Однако он зайдет в мечеть. И может, иншаллах, потом останется в этом мечети. Лукман говорил своему сыну: «Я бунай, джалис аль-уляма, вазахимхум бирукбатайк, фа инна Аллаха та'аля юхи аль-кулуба бинур аль-хикма, кама юхи аль-арда бивабиль ис-сама». О мой сынок, садись с учеными. Поистине Аллах Азза ва Джалля оживляет сердца светом мудрости, как Аллах Азза ва Джалля оживляет землю с дождем. Вот это знание Коран оживляет сердце человека. Как оживляет дождь землю. И также очень важно обучать детей Корану. Посланник, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ман кара аль-Кур'ана ва та'алламаху ва амиля бихи». Поистине тот, кто читал Коран, обучил этот Коран и действовал соответственно Корану. «Ульбиса би яум аль-кияма таджан мин нур, дау'уху мислю дау'и шамс». Поистине Аллах Азза ва Джалля оденет на него корону. Корона из света, свет ему подобно свету солнца.
ويكسى والداه حلتان لا يقوم بهم الدنيا. И оденет родителям одеяние, если сравнить с этим мирском, это весь мир не стоит. Одно только одеяние. Не стоит этого. И они скажут, родители, бима кусина, за что нас одели? За что такое драгоценная одежда нам было дано? И будет сказано, би ахзи валадикум аль-Куран, за то, что ваши дети учили Куран. Не только твои дети преуспели, однако ты преуспел в судный день. И поэтому нужно проявлять усердие, чтобы дети учились Корану. И здесь, машаллах, обучает Корану. Обучает Корану уже. Чтобы каждый привел своих детей. И чтобы не было так, учитель, у нас как бывает, ошибка у нас какая? Отцы приводят, это хорошо, альхамдулиллах. Однако дома оставляет детей. Не смотрит, что он учил, сколько он изучил, старается он или не старается он. Потом говорят, но он не учит. Он учит, если ты будешь заставлять его. И также старайся обучить сам своего ребенка. Если сам не можешь, хоть минимальную, пусть суру Фатиху обучай его ты. Потому что Фатиха на протяжении своей жизни он будет читать. Каждой молитве. А награда будет тебя записывать. За то, что ты обучил. Пусть никто не обучает Фатиху, кроме ты. И также обучение детей знанию. Куран обучать. И также обучать их соответственно их возрастам. Как они, смотря их на возраст, обучают их и религии. Начиная молитвы, как молиться, что сказать, когда выходишь, заходишь. Обучать детей. Говорит Мискин бин Бакр, марра раджулун бил а'маш ва хуа юхаддис. Проходил мимо А'маша один человек, когда он рассказывал хадисы. И этот человек сказал, тухаддису хауля сибьян, то есть этим детям рассказываешь, что ли, хадисы. Они же дети, что ты им расскажешь? Детям рассказываешь, что ли, хадисы. И А'маш сказал, хауля сибьян яхфазуна алейка динак. Поистине эти дети будут сохранить тебе твою религию. Вот эти дети, вот это поколение, они будут сохранять нам нашу религию. Они будут донести нашу религию дальше. Поэтому важно обучать детей знаниям. Бывает так, что в некоторых семьях ребенок хочет учиться. Это большая милость Аллаха Азза ва Джалля, когда ребенок сам интересуется знанием. Однако преградой становятся родители. Кто-то хочет пойти в Медину учиться, где-то в Миср учиться. Но однако родители становятся преградой. Они свои планы строят на этих детей. Самое большое то, что тебя, как имам Шафи'и говорит, требуй знаний, это тебе приносит пользу в этой дуне и в ахирате. Поэтому очень важно детей, если они хотят учить религию, помогать им и делать все услуги, которые они хотят. Имам Шафи'и, имам Малик, имам Ахмад, Абу Ханифа, они с детства начали учебу. И поэтому они стали имамами дуни. Поэтому очень важно детей обучать с малых лет. Пока они, дети как сосуд. То, что ты наливаешь, там и остается. Налил сюда воду, она останется водой. Также, если ты их будешь обучать Корану, знаниям, это останется у них. Если будешь обучать их другому, останется плохое. Ибрахим бин Адхам говорит, поистине мой отец говорил мне, я бунай утлубил хадис. Мой отец говорил мне, требуй, то есть изучай хадисы. فكلما سمعت حديثا وحفظته فلا كدرهم. Каждый раз, когда ты будешь учить хадис, и будешь заучивать этот хадис, и слушать хадис, я буду тебе давать 1 дирхам.
1 евро сегодня, или 5 евро, 10 евро. فطلبت الحديث على هذا. Я требовал хадис, изучал хадис ради этого. И потом Ибрахим Адхам стал известным ученым и известным праведником. Его мудрые слова до сих пор повторяются на наших устах. Поэтому очень важно ребенку давать что-то, заинтересовать его. Не избаловать ребенка, давать им каждую вещь, которую они хотят. Тогда у тебя не вырастет должным образом мужчина. Ребенок должен постоянно в чем-то нуждаться. И вот это то, что нуждается он, пусть это будет его стимул, его цель, к которой он должен идти. Изучает 1 сур, даю тебе 5 евро. Большую суру 10 евро. Вот так должен заинтересовать ребенка. Выучишь 1 джуз, будет такой-то подарок. Но если ты будешь давать все, что хочет ребенок, ему не будет интересно, потому что у него и все есть так. Избаловать нельзя ребенка. И также Мухаммад бин Касим говорит, один ученый Аукас, он был низкого роста. Низкого роста и очень уродливый. Ее мать была разумной женщиной. И она сказала: «О сынок, иннака хуликта хилкатан ла таслиху ли муашарати аль-фитян, фа алейка биддин». О мой сынок, Аллах создал тебя таким созданием, таким формам, что ты не можешь жить с другими детьми. То есть постоянно дети как насмехаются и тому подобное. Но однако требуй знаний. Требуй знаний, то есть имеется в виду шариатские знания. فَإِنَّهُ يُتِمُّ النَّقِيصَ وَيَرْفَعُ الْخَسِيسَ. Поистине вот это твое требование знаний наполнит твою неполноценность. И я требовал знаний, говорит. И Аллах Азза ва Джалля принес мне пользу за то, что она сказала. Я начал требовать знаний до тех пор, пока я не стал кади, то есть судьей, который шариатский судьей решает проблемы людей. И также важно обучать детей намазу. Посланник саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Муру абнаакум бисалати ли саб'ин, вадрибухум алейха ли ашрин, вафаррику байнахум фил мададжи». Обучайте детей и повелевайте им делать намаз, когда им достигает 7 лет. И бейте их, когда достигает возраста 10-летнего возраста. Бейте за это. То есть пусть бьет и делает намаз. Бейте здесь не имеется в виду, чтобы ломали им кости. И вафаррику байнахум фил мададжи. И когда достигает 10 лет, пусть они не спят в одном постели. То есть разделяйте их, чтобы они отдельно спали. И также говорит Абдуллах бин Мас'уд: «Хафизу аля абнаикум фи ссалах, ва ауидухум аль-хайр, фа инна аль-хайра ада». Пусть вы сохраняйте, смотрите, следите, как ваши дети делают намаз. То есть оберегайте вот это. Пусть они, чтобы они совершали намаз. Привыкайте им, говорит, доброе. Поистине, добрая это привычка. То есть, когда ты совершаешь доброе постоянно, это становится твоим адом. Постоянно ребенок встает на утренний намаз, все это стало его обычаем. Он станет сразу. Некоторые жалеют детей, когда ночь короткая, жалеют детей, не оставляют их спать. Нет, это ошибка. Их организм, хоть они не спали, днем 1 час, 2 часа поспали, все пройдет это. Вот твое это, то, что ты жалеешь их, потом может быть обернуться против тебя и против этих детей. Насчет религии не надо жалеть. Пусть встает, делает намаз, потом они дальше могут спать. Когда с малых лет, 7 лет начинает делать намаз, 10 лет, когда достигает, ты уже не должен будешь их бить. А когда уже намаз стало обязательным для них, они сами будут совершать это. Потому что это стало для них уже привычным делом. А если люди ждут, некоторые люди ждут,
пока достигнем совершеннолетия, скажем, когда они вырастут, делать намаз. Выросли и резко сказать им делать намаз, они не привыкли к этому. И тогда человек начинает уже с 15 лет оставлять намаз. И так некоторые в своей жизни не молятся. И также очень важно проявлять справедливость между детей. Посланник, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «И'дилу байна абнаикум, и'дилу байна абнаикум». Проявляйте справедливость между детьми. Проявляйте справедливость между детьми. Если дети видят, как ты одного любишь, а другого оставляешь. Одного возносишь, другого оставляешь. Это влияет на сердце ребенка. И отношения между детьми. И историю Юсуфа вы знаете. Когда Якуб любил Юсуфа и Беньямина больше, чем его детей. Хотя он проявлял внешне все то, что должен проявлять справедливость. Однако дети это замечали. Что он внутренне, что он любит детей Юсуфа больше. И дальше рассказ длинный, вы знаете. Они старались убить, бросили колодец. Зависть появилась. Поэтому вот эта зависть появляется среди детей. Потом друг друга у них начинается споры и тому подобное. Тогда уже не бывает дружная семья. И также очень важно проявлять милость по отношению к детям. Посланник, саллаллаху алейхи вассалям, говорил: «Хази рахматун джа'алаха Аллаху фи кулуби ибади, ва иннама ярхаму Аллаху мин ибадихи рухама». Поистине это милость, которую Аллах Азза ва Джалля проявил, или которую Аллах Азза ва Джалля послал в сердцах рабов. Милуют, проявляют милосердие. Те, которые проявляют милосердие, Аллах Азза ва Джалля будет проявлять по отношению милости. И дети в первую очередь заслуживают это. Проявлять милость. И самое большое проявление милости по отношению к детям — обучать их религии. Если твое проявление, люди в первую очередь, когда говорят проявлять милость по отношению к детям, начинаешь сразу, чтобы купить им все, что они хотят. Не только это. Если ты действительно жалеешь своих детей, тогда проявление этого милости обучай их религии. Если ты увидел бы своего ребенка горящим, поспешил бы, все вы знаете, родители, когда у ребенка что-то болит, вы не спите. Это милость, которую Аллах Азза ва Джалля сделал в сердцах рабов. Поэтому вот больше этого милости ты должен проявлять их обучение религии, не оставлять их. И проявление милости по отношению детей. Те, кто проявляет милосердие по отношению детей, то есть это один из причин войти человека в рай и спасаться от ада. Когда одна женщина, Аиша, когда дала финик, эта женщина разделила между двумя ребенками. И потом посланнику, саллаллаху алейхи вассалям, Аиша рассказала то, что эта женщина делала. То есть, если сравнить небольшое деяние, финик разделил, раздал между двумя ребенками. И посланник, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Инна Аллаха кад ауджаба лаха аль-джанна, ауджаба лаха биха аль-джанна». Поистине Аллах Азза ва Джалля обязал для нее рай за тот поступок, который она проявила. «Ау атакаха биха мин ан-нар». Или Аллах Азза ва Джалля освободил ее из ада, спас ее от ада. Поэтому проявление милости по отношению к детей — это является огромной причиной, чтобы человек вошел в рай. И некоторые люди, и некоторые родители ошибаются. Я воспитываю мужчину, бьют. Иногда смотрит отец на ребенка, этот ребенок боится сказать о своих проблемах. И мы видели в Европе, мы знаем, что здесь сила не действует. Она будет действовать до тех пор, пока совершеннолетним не станется. Потом, когда ребенок узнает свои права, уходит из дома. И потом или становится кафиром, или становится грешником. И потом отец
начинает ходить опущенным головой. Причина ты. Один из причин ты. Потому что не воспитывает. Воспитывать мужчин должен так, как воспитывал посланник, саллаллаху алейхи вассалям. Тогда они будут мужчинами. И также особенно проявлять доброту по отношению дочерей. Посланник, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Ман аля джариятайни, хатта таблуга ва джаа яума аль-киямати ана ва хуа ва дамма асаби'аху». Посланник, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: тот, кто воспитывал 2 дочерей, смотрел за ними, кушать, обучал их религии. Я и он в судный день придет, вот таким сказал посланник, саллаллаху алейхи вассалям. И также сказал посланник, саллаллаху алейхи вассалям: «Ман ибтулия мин хазихи аль-банати бишайин, фа ахсана илайхинна кунна лаху ситран мин ан-нар». Кого Аллах азза ва джалля испытывал с чем-то, с этими дочерями, и проявил доброту по отношению к дочерям, они будут преградой от ада. Эти дети будут преградой, эти дочеря будут преградой от ада. Некоторые люди до сих пор, как и были арабы в джахилие, когда рождается дочь, начинают думать плохо: почему у меня родилась дочь, почему ты рожаешь мне дочь, как будто тот, кто рожает у нее, она убирает это. И Аллах азза ва джалля говорит: поистине Аллах дает кому хочет мальчиков, кому хочет девочек, а кому хочет Аллах азза ва джалля никого не дает. Все решает Аллах азза ва джалля. И если Аллах тебя дал дочерей, ты должен благодарить Аллаха азза ва джалля за это. Ты воспитываешь их должным образом, и ты заслуживаешь за это рай. Якуб бин Бахтан говорит: у меня родился 7 дочерей. И каждый раз, когда родилась девочка, я заходил к Ахмаду бин Хамбалу. И Ахмад бин Хамбаль говорил: аль-анбияу абау банат. Поистине пророки отцы дочерей. И его вот эти слова заставляло, вот этот печаль, то, что у меня было сердце, уходило. Если пророки были отцами дочерей, то это милость для меня. Также рассказывает одно, Ибн Асакир передал в своем тарихе, что одна женщина, у нее родилась подряд 10 девочек. И ему было сказано: если у тебя 9 девочек, если у тебя родится еще 10-я девочка, будешь ли ты благодарить Аллаха азза ва джалля за это? Она сказала: нет. И тогда у нее родилась, уже на 10-й уже родилась обезьяна. Вот неблагодарство Аллаха азза ва джалля. 10-й уже родила обезьяна. Поэтому вот это проявление, или почему у меня родилась дочь и тому подобное, никак не должен человек проявлять. И воспитывать дочерей, особенно здесь, очень важно. Воспитывать их так, как воспитывал посланник, саллаллаху алейхи вассалям, своих дочерей. Обучать их религии, обучать их одевать хиджаб с малых лет, обучать Корану, намазу. И, к сожалению, некоторые отцы бывают такими. Дети хотят одеть хиджаб, и отец не пускает. Это можно просто удивляться бесконечно. Человек, даже если не понимает религии, но должен быть какое-то мужество человека. Закрыть своих дочерей. И если с малых лет их не обучать этому, здесь им очень трудно будет. В школе мне то скажут, это скажут. Они начинают вот эти вещи говорить. Если я сейчас одену, мне в школе это скажут. Не скажут, если с детства привыкать их. Тогда уже всем уже с детства они будут видеть эту девочку с хиджабой. И никто не будет ее провоцировать. И хоть провоцирует, она не будет стесняться за себя. Она будет стесняться, если
не будет ходить без хиджаба. Потому что с малых лет она делает. И также воспитание детей очень важно делать дуа родителям за своих детей. Потому что из 3 категорий, которые Аллах Азза ва Джалля отвечает на дуа, это дуа родителей за своих детей. Чтобы они делали дуа: о Аллах, делай их праведниками, о Аллах, делай их учеными, о Аллах, оберегай их от всего плохого. Чтобы постоянно делали дуа. Когда делаешь за себя дуа, чтобы ты делал постоянно за них и дуа. И чтобы не проклинали их. Некоторые люди невежественные, люди проклинают. Пусть будет проклятие, это того, что это начинает проклинать. Посланник саллаллаху алейхи вассалям говорит: «Ла тадру аля анфусикум, ва ла тадру аля ауладикум, ва ла тадру аля амваликум». Не делайте дуа против самих себя, не против своих детей, не против своих имуществ, чтобы этот момент не совпадало с часом, который Аллах Азза ва Джалля отвечает. Фаястаджиба лакум, и чтобы Аллах Азза ва Джалля потом вам ответит. Ты проклинаешь своих детей. Что имеется пусть Аллах проклянет тебя? То есть пусть Аллах отдалит тебя от своей милости. Если человек отдалился от милости, Аллах отдалил от своей милости, как он будет расти? Будет расти наркоманом, анархистом и тому подобное. Вот люди, каждый раз то, что я замечаю, проклинающие постоянно, которые проклинают их детей, они и бывают такими. И некоторые наши салафы, когда они сердились на детей, говорили: баракаллаху фик. То есть пусть Аллах Азза ва Джалля облагодетельствует тебя. Поэтому должен хорошо, хоть ты в гневе, должен делать хорошие дуа за детей. И также воспитание детей. Человек должен оберегать, делать дуа за детей. От сглаза. От сглаза и также от зла джинов. Посланник саллаллаху алейхи вассалям делал такой дуа Хасану и Хусейну. Посланник алейхи вассалям говорит: «У'идзукума бикалимати Аллахи тамма, мин кулли шайтанин вахамма, ва мин кулли айнин ламма». То есть оберегаю вас обоих совершенными словами Аллаха Азза ва Джаль от зла каждого шайтана, от насекомых и от каждого сглаза, дурного сглаза. Посланник саллаллаху алейхи вассалям говорит: «Инналь айна хак». Поистине сглаза — это истина. «Лау кана шай'ун ясбику л-кадар, лаканат л-айн», ау кама кала алейхи вассалям. Если что-то опережало бы предопределение Аллаха Азза ва Джалля, то это был бы сглаз. То есть до такой степени она быстро бывает. Особенно детям. И когда ребенка сглазят, а с глаза можно говорить много. И, быть может, иншаллах, мы будем говорить, если Аллах даст нам другой раз, более подробно об этих темах. Когда бывает сглаз ребенку, это может повлиять на его здоровье. Это может повлиять даже на его воспитанность, на его религию. Поэтому очень важно, джинны, они постоянно следят за детьми. Я на своей практике знаю это. Как они следят за детей, как они становятся, или как они с малых лет хотят навредить им. Бывает случай, что джин находит 9 лет, 10 лет к ребенку, и годами остается, и потом выходить трудно бывает. Ты живешь в одном доме где-то 20-30 лет, тебя оттуда не выгонить. Также и джин хочет оставаться там. Поэтому посланник саллаллаху алейхи ва саллям делал дуа. И также, когда ребенок спит ночью, каждую ночь возьми, каждый день возьми, делай дуа за него, который посланник алейхи ва саллям делал. Или читай на него фатиха. Аиша говорила посланник: «Иза марила ахадун мин ахли нафаса алейхи бил муаввизат». Если кто-то из его семейства болел, говорит посланник алейхи ва саллям, то читал на него вот эти «Куль аузу бираббил фалак, куль аузу бираббин нас», эти суры. Болел. То есть разницы нету, какая бы болезнь не была. Будь это со стороны, будь это с глаз, будь это другое что-то.
разницы на любой болезни. Читай на его Фатиха, читай «Куль аузу бираббил фалак, куль аузу бираббин нас, куль хуа Аллаху ахад, аятуль курси». Читаешь, вдуваешь на него после каждой суры. Аллах Азза ва Джалля Кур'ан говорит исцеление. И от зла шайтана, и от зла дурного с глаза, и от разных болезней Аллах Азза ва Джалля исцелит его. И также из важных вещей оберегать детей от телефона, от компьютера, от разных игр. Сегодня скажете, это очень трудно. Да, это трудно, я понимаю. Потому что в каждом доме есть несколько телефонов. И когда ты не бываешь дома, постоянно, когда дети плачут, чтобы их успокоить, дает мать или кто-то, телефон дает или перед компьютером сажают. И большинство детей растут на этих мультфильмах. YouTube ты открываешь, там можно бесконечно открывать, разные появляются. И там бывает, детей обучают с малых лет куфру, слова, выражающие куфру, оскорбление религии, отношения с родителями, все это портится. Некоторые мультфильм, который на русском это «Медведь Маша», что или «Медведь Маша», как это? Да, «Маша и медведь». Некоторые дети, я заметил, просто примеры своих родственников, смотрят на эту мультфильм, и эти ребенки скопируют эту девушку. Все, что они делают. Мать говорит что-то делать, поставляет руки вот так, нет, не будут делать. Откуда этот пример? Вон там в мультфильме, который показывал. Это мы как незначительно относимся к этим делам. Однако это портит человека постепенно, и психику ребенку портит. Если невозможно ребенка отстранять от телефона и тому подобное, закачай туда то, что алиф, бета, обучай алфавиту, чтобы были такие приложения с малых лет. Им разницы нету. Если они привыкнут к этому, они будут смотреть на это. Если привыкнут к другим сериалам или мультфильмам, которые там показывают, хоть ты поставишь им исламскую какой-то мультфильм или какой-то, им не будет это интересно. Поэтому ты должен следить за этим. Ты ответственен за это. Чтобы в твоем компьютере не было YouTube открытый доступе для детей. Чтобы твой телефон не был открытым доступе для детей. Купи им разные приложения есть, очень много сегодня есть, обучающие детей Корану, читающие суры. И некоторые эти игры, которые они играют, очень плохо действуют на психику ребенка и на воспитание детей. И привыкает с малых лет тратить время к лени. Поэтому ты должен остерегать их от всего этого. И на их место поставить то, что будет принести им пользу. Играй с ними сам. Как посланник, саллаллаху алейхи вассалям. Он был милостив, сподвижники играли. Если ты будешь заботить детей, делать любую игру, они будут играть это. Живи с этими детьми. Ты должен быть, чтобы твои дети привыкли к тебе, чтобы они любили тебя. Тогда они будут слушать тебя. И самое важное в конце воспитания детей — это слушать. Не слышать, а слушать. Арабу есть сама истима. Сама, когда ты слышишь, но ты не слушаешь его. Когда мы в телефонах копаемся, кто-то с тобой разговаривает, ты слышишь его, но не слушаешь его. А когда ты слушаешь, ты внимательно его слушаешь. Это «Кури аль-Курану фастами'у лаху». Когда читает Куран, Аллах говорит именно «слушайте его». И также детей, говорит, нужно слушать. Что они говорят, что они хотят. Дети, когда идут в школу, приходят, если они не привыкли с тобой разговаривать, когда они видят тебя, уходят в другую комнату, не привыкли садиться с тобой, они тебе ничего не расскажут. Если дети привыкли тебя, садятся за стол с родителями и общаются, ты
Ты не должен им спрашивать каждый, они сами будут рассказывать тебе то, что случилось в школе, то, что там говорили и тому подобное. И потом ты уже поймешь, что нужно исправить, и с друзьями его нужно там в этом школе остерегаться и дружить, или с какими дружить. Ты уже сам будешь понимать это. Поэтому важно слушать детей, быть ближе к этим детям. И пусть Аллах Азза ва Джалля воспитывает наших детей на праведном, на исламе, и на сунне посланника, саллаллаху алейхи вассалям. И пусть Аллах делает их лучшими сыновьями и дочерями ислама. И на этом завершим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Маша Аллах. Аллаху хайран. Аллаху фик.